Узброенае супрацьстаянне палітычным рэпрэсіям, падвойнае забойства пры спробе затрымання Андрэя Зельцара – гэта чарговая, беспрэцэдэнтная рэч для незалежнай Беларусі. Што ж змянілася ў галавах беларусаў і якой псіхалагічнай дынамікі чакаць далей? У сённяшнім выданні, шчыра кажучы, мы пагаворым з псіхатэрапеўтамі і псіхолагамі пра тое, як навука аб чалавечым мозгу тлумачыць тыя падзеі, што пачаліся ў 2020 годзе. Якія доўгатэрміновыя працэсы ў свядомасці і падсвядомасці людзей вызначаюць поспех або правал рэвалюцыі? Якія псіхалагічныя стадыі праходзяць беларусы па розныя бакі барыкадаў цяпер? І якое лагічнае развіццё прадказвае гэтаму псіхалогія? Я Арына Маліноўская, і мы пачынаем. Они забывают, что тут может быть твой собственный брат. Когда базовые потребности настолько не удовлетворены, они депривированы, говоря научным языком, что люди держатся за это минимальное. Либо общественные перемены выйдут на новый виток, либо произойдет что-то, что заставит забыть о депрессии. Выборы 2020 года мелі прайсці гэтак жа ціха, як і ў 2015. Тым болей у Беларусі паводле афіцыйных дадзеных расце заробак. Ды і пасярод пандэміі каранавіруса, якія могуць быць пратэсты. Так думалі многія яшчэ мінулой вясной. Але ўжо на этапе перадвыбарчай кампаніі стала зразумела. Гэтым разам людзі настроеныя рашуча. Псіхолагі тлумачаць гэта некалькімі чыннікамі. Адзін з іх – гэта тое, што адбылася змена пакаленняў. Старшее поколение, они как минимум более пассивны, потому что у них вот эта активная позиция, у кого она не прокачана в принципе, а у кого она просто задавлена. То есть то поколение, которое застало Советский Союз и, немножко независимости, но в принципе социальные процессы – это не такие быстрые процессы, что нажал кнопку и действие сразу. Да? То есть это все поколенные эти изменения, они происходят длительно. И даже то поколение, которое родилось в 90-е годы, они еще активно перенимают. Та молодежь, которая уже сейчас появляется, у них уже появляются другие практики, они пробуют это делать по-другому, они не боятся рисковать, они не боятся экспериментировать, они не боятся выражать свое мнение. Па-другое, як бы гэта ні гучала парадаксальна, незадаволенасць Лукашэнкам расла сярод людзей, якія за часы ягонага кіравання пачалі жыць лепш. А вось спадзявацца на тое, што да пратэстаў пачне масава далучацца працоўны рух, адразу было не варта, кажуць псіхолагі. Научными исследованиями доказано, что революции делаются как раз не самым бедным населением страны, а средним классом. Именно средний класс понимает, что он прикладывает достаточно много усилий для того, чтобы жить лучше, то есть он не лежит, не лентяйничает, а делает много, но при этом он не достигает того уровня, которое хотелось бы. И они сравнивают себя с более успешными в плане финансовом, с более богатыми людьми, понимают, что это какой-то уровень условно недостижимый для них, то есть есть какие-то внешние факторы, которые не позволяют им продвинуться в этом направлении. Но при этом они лично прикладывают достаточно усилий для того, чтобы этого добиться. И именно на этой несостыковке возникает неудовлетворенность и острое ощущение несправедливости социальной. А чему рабочие массово не вышли на улицы? Что касается бедного населения, здесь скорее можно применить пирамиду Маслоу, когда базовые потребности настолько не удовлетворены, они депривированы, говоря научным языком, что люди держатся за это минимальное, и они не хотят лишаться хотя бы этой базовой минимальности, иллюзии какого-то спокойствия и того, что ты имеешь какой-то уровень. Любая революция, любые такие движения, они так или иначе приводят к определенным экономическим последствиям в том числе. То есть это точно не пройдет незамеченно для каждого гражданина и для группы социальной в целом. И поэтому они, пытаясь сохранить эту стабильность, они скорее не выйдут на протесты. Они могут пойти за этой массой, скажем, за лидерами, которые представляют средний класс, но сами они двигателем этого не будут.
Адмыслоўцы тлумачаць, нават у дэмакратычных краінах пратэст бывае адзіным шляхам развязвання канфлікту. Гэта адбываецца ў тых выпадках, калі грамадства настолькі палярызаванае ў нейкім пытанні, што бальшыня не жадае ісці на саступкі значнай меншасці. Пускай начинается с каких-то протестов, но в какой-то момент система идет навстречу и начинаются переговоры. Точно так же, как в Америке, например, там протесты черных привели к тому, что на государственном уровне вот это движение Black Lives Matter, оно приводит к тому, что, в принципе, сейчас протест услышан, и демократическое общество его обрабатывает. Рух Black Lives Matter у перакладзе «Жыццё чорных важнае» з'явіўся яшчэ ў 2013-м, калі паліцыянт застрэліў падлетка афраамерыканца. Летась рух звярнуў на сябе ўвагу пасля смерці Джорджа Флойда, які зноў жа быў задушаны паліцыянтамі. Амерыку пасля гэтага апанавалі пратэсты супраць расізму. Як кажуць у інтэрв'ю прадстаўніцы Black Lives Matter, канчаткова гэтае пытанне хоць і не развязанае, але ўсё ж амерыканскія ўлады пайшлі насустрач. У прыватнасці ўзмацнілі адказнасць паліцэйскіх, якія бачаць і не спыняюць перавышэнняў улады сваіх калегаў. Дадатковыя сродкі накіроўваюцца ў адукацыю, у прыватнасці на больш актыўную працу псіхолагаў з выпадкам падзелу людзей паводле расавых прыкметаў у школах ды інстытутах. У Беларусі дыялогу паміж Лукашэнкам і дэманстрантамі не адбылося. Таму пратэст перайшоў да іншай стадыі – дэгуманізацыі. Ребята, спасибо вам! Вы красавцы! Протестующие перестают видеть в силовиках людей, они думают, начинают воспринимать это как просто чуждую враждебную силу врагов. И точно так же и силовики в этот момент, они дегуманизируют протестующих, они забывают, что тут может быть твой собственный брат, может быть родственник, может быть дядя и так далее. Каб узмацніць эфект дэгуманізацыі, улады намагаліся рабіць так, каб пратэсты ў рэгіёнах здушалі сілавікі з іншых раёнаў краіны. Напрыклад, некаторыя відавочцы сцвярджалі, што на пратэсты ў Лідзе перакідвалі амапаўцаў з горадні. У Менск звозілі сілавікоў з усіх рэгіёнаў. Гэты прыём вядомы з савецкіх часоў. Ім жа карысталіся і ва Ўкраіне падчас Майдану. Відірвати спеціалістів такого плану від своєї родини і від того місця, де вони жили. Щоб вони могли більш відсторонено, скажімо, виконувати в лапках свої обов'язки, начебто з чужими. Тобто, скажімо, з одного місця в інше, з одного регіону в інше. То щоб вони виконували накази, не думаючи про те, чи законні ці накази, чи ні. Адмыслоўцы адзначаюць, што працэс дэгуманізацыі можа нарастаць. Нават тыя сілавікі, якія ставіліся да пратэстоўцаў нейтральна ці нават сімпатызавалі ім, паступова пачынаюць лічыць для сябе магчымым удзельнічаць ва ўсё больш жорсткіх рэпрэсіях. Человек начинает с малого и постепенно доходит до откровенного садизма. Хотя сам, может, по шкале садизма и не имел до этого высоких баллов. Вначале человек там является каким-то свидетелем, да, и значимые лица для него, люди, которых он воспринимает как референтную группу, как тех, на кого он хочет быть похож, да, как тех, чей успех он хочет повторить, так делают. Да, и он начинает постепенно втягиваться. То есть ты можешь там ударить человека? Нет. А обозвать могу? Ну, обозви. Да, в следующий раз видишь, как кто-то другой ударил, и ничего за это не было, наоборот, похвалили, медаль дали. Ударить могу. И вот таким образом происходит превращение человека, собственно, в того, в кого потом сам человек может подумать, в кого превратиться, да, вот, в нечто не то, что нужно, хотя человек был абсолютно нормальный. То есть идеология, постепенное увеличение градуса. Потом человека избавляет от ответственности. Кстати, может быть, и анонимность здесь играет роль, да, я видел этот вопрос. Но помимо анонимности играет роль еще то, что человек понимает, что бы он ни сделал, начальство будет отвечать, и не он лично. Это же известный эффект окно Овертона, и оно здесь тоже применяется, когда те вещи, которые есть аморальными, недопустимыми, категорически человеком не принимаются, постепенно привнося это все, потихонечку, маленькими шажками, да, человека приучают к тому, что да, это обговаривается где-то в публичном пространстве, да, это уже стало социальной нормой, да, ничего страшного не случится, если я один разочек что-то такое сделаю, и потом этот один разочек превращается в
в какую-то постоянную практику. Каб перацягнуць сілавікоў на бок народу, дэманстранты спачатку спрабавалі з імі камунікаваць і нават дарылі кветкі. Але гэта не спыніла гвалту. У адказ на яго мітынгоўцы пачалі пісаць зневажлівыя каментары ў садсетках, выкладваць асабістую інфармацыю пра сілавікоў. З'явіліся злівы іхных тэлефонных перамоваў. Псіхолагі кажуць, што гэта толькі падвышае градус агрэсіі ды гвалту у апанентаў. Тыя пачынаюць помсціць. Але на доўгатэрміновым адрэзку часу ад гэтага можа быць і карысць. То бок тыя сілавікі, якія разумеюць, што не засталіся ананімнымі, у выпадку, калі рэжым Лукашэнкі саслабне, пры пэўных умовах пачнуць пераходзіць на бок народу. Если структура начинает сыпаться по другим причинам, и у человека есть выбор, либо амнистия, и ты уходишь из этой структуры, которая и так разрушается, но тебе за это, соответственно, ты не будешь нести ответственность за то, что ты делал. Или структура разрушится, и ты предстанешь перед судом, вот многие люди выберут первый вариант. Многие люди могут уйти вот сразу же, да, или там очень-очень быстро, в течение короткого времени. И то, что их простят, несмотря на то, что они делали, может как раз очень поспособствовать. Хоць беларускія пратэсты і называюць мірнымі, але яшчэ нават да выбараў і пасля іх мітынгоўцы спрабавалі даваць сілавікам адпор таксама сілаю. Псіхолагі звязваюць гэта з адсутнасцю вынікаў. То бок беларусы падчас перадвыбарчай кампаніі актыўна ставілі подпісы за альтэрнатыўных кандыдатаў, прыходзілі на мітынгі, але атрымалі тое, што адзін з канкурэнтаў Лукашэнкі апынуўся за кратамі, а другі не быў зарэгістраваны як кандыдат. А пасля выбараў беларусы, якія масава аддавалі свае галасы за Ціханаўскую, зноў жа не пабачылі вынікаў ад сваіх дзеянняў. Это уже такое, действие абсолютно от безысходности. То есть человек не понимает, каким более цивилизованным, адекватным путем он может добиваться чего-то там, и то есть человек идет на какие-то радикальные действия. Але выпадак з Андрэем Зельцерам, які паводле афіцыйнай версіі застрэліў афіцэра КДБ ў сваёй кватэры, псіхолагі не схільныя разглядаць як праяву радыкалізацыі грамадства, бо ніхто не ведае сапраўдных матываў гэтага чалавека, ягонага псіхалагічнага стану. Відавочна, што гэта не сістэмны і неарганізаваны выпадак. Зельцер не нападаў, а абараняўся. Иногда такие радикальные действия, они, опять же, не настолько осознаны, и, допустим, предположить, что этот человек, вот он сел там и посчитал, что да, мне будет грозить срок, я все равно всю жизнь там просижу где-то в тюрьме, и неизвестно, что будет там для моей семьи, да, то вот я уже готов даже выстрелить, но лишь бы вот не срок. То есть вполне возможно, что вот этого рационального такого размышления его не было в принципе, то есть это вот какой-то крик отчаяния, уже действие отчаяния было, потому что человек не видит никаких адекватных способов реагирования. Вы спрашиваете о том, будет ли это повторяться. Это абсолютно индивидуальное действие там, в квартире конкретного человека, то есть это не массовое явление. Беларускае грамадства прайшло праз розныя стадыі ўспрымання паслявыбарчай сітуацыі ў краіне. Адмаўлялася прымаць гвалт, выказвала свой гнеў, шукала кампраміс і заклікала да перамоваў. Многія прызнаюцца псіхолагам, што адчуваюць віну перад тымі, каго пакаралі больш жорстка, чым іх. Вина, стыд, поскольку она возникает вот именно в ситуации такого эмоционального накала, в ситуации самого протеста и в краткой перспективе после этого, да, то есть она еще работает на эмоции такой заряженности борьбы. И люди, наоборот, могут включаться в протест, отстаивать право, защищать чье-то право. Допустим, кто-то из знакомых был обижен, да, пострадал больше, люди активнее в это включаются. Але з часам, на думку псіхолагаў, віна прыводзіць да расчаравання і дэпрэсіі. Гэты стан, як адзначаюць спецыялісты, цяпер і мае беларускае грамадства. Либо в обществе пройдет анализ, будут сделаны выводы, и общество выйдет из депрессии при помощи новых действий, либо общество получит таблетки, какие-то подачки со стороны правительства или какие-то требования или закручивание гаек, которые заставят людей еще больше подчиниться и забыть о депрессии. То есть, вот, знаете, говорят, что во время Великой Отечественной войны ни у кого не было депрессии, даже насморка ни у кого не было, никто не болел. Потому что когда нужно выживать и держаться за жизнь, то у человека все его настроения уже перестают быть актуальными. Или война закончится, и человек опять вспомнит о том, что существует любовь, дружба, меланхолия и так далее.
Поэтому в данный момент трудно сказать, чем закончится депрессия белорусского общества. У паводзінах тых, хто асуджае пратэстоўцаў, псіхолагі не бачаць нічога незвычайнага. У любым грамадстве 85% насельніцтва – гэта людзі, якія негатыўна ставяцца да любых пераменаў, ад змены працы да палітычных пратэстаў. І толькі 15% грамадзянаў гатовыя дзейнічаць, выказваюць сваю пазіцыю і нечага дамагацца. Але дастаткова адбыцца сітуацыя, якую многія ацэньваюць як несправядлівую і вераць, што яе можна змяніць, як абыякавых канфармістаў робіцца меней. Человек может быть конформным, когда воспринимает ситуацию как справедливое, либо, по крайней мере, воспринимает правительство как эффективное. Как то, которое может выполнять свои функции, даже если оно там, может, не со всеми хорошо себя ведет. Да? По крайней мере, вот, ну не знаю, у нас все есть, пенсии платят, зарплаты платят, с болезнями борются и так далее. Насколько я понимаю, в Беларуси одним из важных факторов было отношение Лукашенко к коронавирусу. Вот когда он там трактором предлагал лечить там, или еще чем-нибудь, да, при этом люди болели, умирали, и статистика была неутешительной, многие люди, в общем, увидели, что вообще-то оно не только несправедливо, это руководство еще неэффективно. И вспомнили все то старое, в общем-то, чего было, что вспомнить. И это привело к тому, что люди вышли на улицы. Понятное дело, что кто-то с большим, может быть, энтузиазмом, кто-то с меньшим энтузиазмом, да, какие-то люди остались, какие-то поддерживали протест иначе. Пасля сілавога здушэння пратэсту вера ў магчымасць зменаў у канфармістаў згасла. Таму яны вярнуліся ў свой звыклы стан. Ва ўмовах татальнага запалохвання на пратэст могуць выйсці толькі адзінкі. І з дапамогою сілавікоў такі стан страху можа падтрымліваць досыць доўга. В абстрактной такой стране, в абстрактном обществе вакууме это может быть гипотетически бесконечность. Можно себе представить режим, это ну, всегда вот он себя воспроизводит, вот ничего вокруг не меняется. Но это в случае, когда страна совершенно изолирована от мира. Когда ну вот, нету никаких связей, да, когда нету никакой динамики, когда нету никаких изменений, вот во многих утопиях. Законсервировать ситуацию в таком виде в современном мире, в Европе, в общем-то, невозможно. Поэтому гипотетически это может быть очень-очень долго, но реально я уверен, надеюсь, что это долго не будет. Просто потому, что есть не только психологические факторы, есть еще факторы внешней среды. Звышжорсткія пакаранні цяпер скіраваныя на тое, каб на пакаленні наперад адбіць жаданні беларусаў да любых праяваў нязгоды, кажуць спецыялісты. Псіхолагі тлумачаць, што траўма ад гвалту сапраўды адбіваецца на грамадскіх паводзінах, і гэтую пакорлівасць у сваю чаргу могуць капіяваць наступныя пакаленні. Аднак гэта не выключае магчымасці новых пратэстаў. Когда люди видят, что ситуация меняется, даже если у них есть негативный опыт, многие из этих людей могут его пересилить. І што гэта будзе за змена сітуацыі? Эканамічнае пагаршэнне, новыя выбары або новы прэзідэнт спрагназаваць немагчыма. Але на думку псіхолагаў, у такім стане, які цяпер мае Беларусь, Лукашэнку заранна святкаваць перамогу. Калі з боку псіхалогіі можна лічыць, што пратэст скончыўся? Вышли черные люди на улицы, сказали, наши жизни имеют значение, да? И к ним вышли белые люди и сказали, вы знаете, да, ваши жизни имеют значение, мы вас поддерживаем. Видите, вектор раз и сменился. И в этот момент протест можно считать законченным. То есть общество объединилось, у общества есть какое-то единство. А як доўга яшчэ можа цягнуцца напружаная палітычная сітуацыя ў Беларусі? Это может тянуться бесконечно долго. То есть это можно сравнить, знаете, с такой какой-то вот кастрюлей с скороваркой, да? То есть она герметически закрыта, и в ней пар образовывает большое давление. И вот если не стравливать пар, то раньше или позже произойдет взрыв. То есть как только мы открываем клапан и начинаем стравливать пар, в этот момент это, по сути, как бы смена вектора. Начинается вектор на единство. То есть где-то протестующим пошли навстречу, и в этот момент давление пара в нашей скороварке уменьшилось. Какие-то отдельные, может быть, искорки там возникают, но они уже точно не разгорятся в пламя, потому что давление упало. Если же мы просто еще сильно винтили винтики на скороварке, ну, значит,
Просто в следующий раз будет сильнее давление, и раньше или позже, но рванет так, что мало не покажется. Дякую за шчырую гутарку. Каб не прапусціць новых выданняў праграмы «Шчыра кажучы», подписывайтеся на наш YouTube-канал і далучайцеся да нашых групаў у сацыяльных сетках. Гэтая праграма была створана беларускім расследавальніцкім цэнтрам для Белсат ТВ.